Я впервые себе, наверное, признала, что я не предприниматель, у меня не получается. В 2018 году открыла салон красоты. При всем при этом у меня в кармане было 60 тысяч рублей. Когда ты открываешь бизнес, потом закрываешь, открываешь, закрываешь, объективно у тебя что-то там не получается. Ощущение, что весь мир куда-то идет, а я чуть отстаю. И вот как работать с тревогой? Из-за того, что у меня не получается быть хорошей мамой, скажем так, я уходила в работу. Нария, а у нас же есть мечты, а мы же хотим большего, когда мы туда пойдем. Я такая, и слезы, короче. Мы живем в очень достигаторском мире, когда мужчины и женщины местами соревнуются, да. Берем образ отца из детства. Очень часто такое бывает, что потом мы встречаем ровно такого же мужчину. Мы затронули тему любви, благодарности, грусти, злости, обиды, родителей, денег. Если я не хочу быть полезной, если я не хочу иметь миссию, это нормально. Мы во время игры именно как будто бы проигрываем другой сценарий, который мы не использовали в жизни. Создаем новый опыт для человека, для подсознания. Всем привет, дорогие наши зрители! Сегодня у нас с вами будет очень интересная тема. Сейчас мы живем в таком мире, когда каждый должен работать с собой, со своим мышлением. Поэтому, чтобы для вас было максимально полезно, я сегодня пригласила сертифицированного коуча, игропрактика Нария Йодормидонтова. Нария, привет! Привет. Как настроение? Волнуюсь немножечко. Сегодня это первое твое интервью. Да. Ага, нормально. Давайте начнем со знакомства. Нария, чуть расскажи про себя. Меня зовут Нария, мне 35 лет, я замужем, у меня 3 детей. Трое детей. 3 детей. Ага. Да. О чем еще рассказать? Ну вот занимаюсь игропрактикой, я коуч, как уже сказали. Также я являюсь автором своей трансформационной игры «Единение тени и души». Единение тени и души, да? Вот сейчас такое время, когда появляется очень много новых профессий. И, наверное, многие зрители тоже подумали, да, что такое вообще профессия игропрактик. Вот расскажи чуть-чуть про это, да, что такое вообще игропрактик и как вот трансформационные игры помогают людям, возможно, вот в реальной жизни пользоваться им как инструментом. Ну вот в наше время очень много есть экспертов, да, психологи, коучи, другие специалисты, и они все используют свои методики. У них у всех есть своя философия жизни, видение жизни. А игра, она используется как инструмент. Ты берешь игру и через игру своей методикой, своей философией ведешь человека к трансформации. Естественно, человек сначала приходит со своим запросом, да, у меня вот так происходит, хочу что-то поменять, и через игру в игровом формате человеку легче заглянуть внутрь себя. Поэтому сейчас игропрактика очень широко используется всеми специалистами, не только психологами, не только коучами, да. В бизнес-сфере это тоже очень хорошо Да. используется. Многие предприниматели, как я знаю, да, вот используют трансформационные игры, чтобы быстро развиваться. То есть они, например, во время игры могут быстрее понять, что мне мешает, да, и уже в реальной жизни использовать вот эти вот инструменты, я слышала тоже. То есть в эту игру человек приходит с любым запросом, да, то есть если у меня, например, запрос в отношениях, возможно, в финансах, возможно, в реализации, с любым запросом. Да, с любым запросом. И мы во время игры именно как будто бы проигрываем другой сценарий, который мы не использовали в жизни. Ага. Создаем новый опыт для человека, для подсознания. Как если бы я поступила по-другому? Как если бы я как-то начну по-другому действовать, так как у меня жизнь поменяется? Ага. То есть я в игре могу примерно посмотреть разные свои сценарии жизни, да? Да. И как мне с этим сценарием? Норм, не норм? Классно, очень интересно. Про это мы еще поговорим. Вот, как я знаю, у тебя был такой очень богатый, интересный опыт в предпринимательстве, да, когда ты работала на совсем разных нишах, даже не похожих друг на друга, да. Расскажи вот про этот период, как это было, и плюс почему сейчас ты пришла в конце на тему психолога, вот именно на тему психологии и коуча. Ой. Ну, начну с того, что я вообще по складу ума математик. Ага, Окончила я самую лучшую школу нашей республики, физмат-школу РЛИ. ага. По первому образованию я инженер связи, то есть такой прям технарь.
После окончания вуза я училась в Новосибирске, приехала в Якутск и поняла, что я не хочу работать, ну, по образованию. В найме. Да, ну, в найме, ага. Мгм. И начала заниматься, тем, что, как говорится, мне нравится. Я пошла работать визажистом. Мгм. Мгм. Мне очень нравилось, я очень много красила людей, девочек. Мне нравилось волосы укладывать, да. Называла себя, свадебным стилистом. Мгм. Каждую пятницу, субботу выезжаешь с утра в 5 утра к невесте, собираешь, и вот красивая невеста идет на свадьбу. Это очень, как Ты сказать. людям дарила как будто эмоции, Да, да? эмоции, вот люди. Мгм. Я всегда еще оставалась, вот красила девушку и всегда оставалась вот ждать жениха. Вот этот период А, прям такой, ну, немножечко волнительный все равно, да, и ты как будто видишь результат своей работы. ага. Мне нравилось, я работала так, не знаю, где-то 2 года, наверное, и пришло время вырасти, да, хочу пойти дальше. Открыла салон красоты. Мгм. Салон красоты открыла. Это в каком году получается примерно? Это был 18-й год. Нет, значит, я визажистом работала 4 года, Мгм. получается, с 14 года до 18-го. И вот в 18-м году открыла салон красоты. Мгм. При всем при этом у меня в кармане было 60 тысяч рублей. Ага. Но был такой период, как будто бы пришло время открыть, а денег нет. А А, что делать? Пошла, сняла помещение, купила зеркала, поставила и начала красить уже у себя как будто в кабинете. Потом это немножко расширилось, пришли девочки помогать парикмахеры, да, у меня еще был партнер тоже по бизнесу, вот у нее тоже свое направление, а у меня свое направление, мы так работали. Потом я салон закрыла. После мгм. салона у меня что было? У меня был общепит, точка быстрого питания. Мы продавали блины на Комсомольской площади. Мгм. А, Потом наступила пандемия, я тоже закрыла. Потом после пандемии у меня был период, когда я начала шить. То есть я Мгм. всегда работала как будто бы руками. То там красила, то готовила, то вот пошла теперь. Физически что-то Да, делала постоянно. руками. И начала шить. Открыла швейный цех, он тоже очень быстро открылся, также Ага. быстро закрылся, точнее не закрылся, я его вот прям, как сказать, упаковала, на ноги поставила и продала. Ага, Ага. я сейчас очень рада, девочки работают, да, я за них очень рада, я радуюсь, что хорошо, что купили очень хорошие девочки, тоже преданные своему делу. До сих пор продолжают. Да, до сих пор Мгм. продолжают. Мгм. Ага. А после этого, после того, как, ну вот, когда ты открываешь бизнес, потом закрываешь, открываешь, закрываешь, это, ну, объективно у тебя что-то там не получается. Все, Мгм. я выгорела и ушла. Ничем не занималась, наверное, около года. Вот. Мгм. Потом. Вот расскажи вот про этот период, да. Ну, мне кажется, многие Мгм, люди даже боятся что-то начинать новое, мгм, да. А у тебя есть такое то, что ты начинаешь, пробуешь, походу это не мое, пробуешь новое, потом опять, да. мгм. Это тоже с одной стороны классно, потому что у тебя есть свобода пространства что-то делать, пробовать, да, ведь. И как бы ты не заканчиваешь на этом, типа вот не получилось с салоном, все, типа Мгм. я уже ничего не начинаю, да. Вот расскажи про тот период, когда у тебя ты начинала, не получалось, и, наверное, у тебя был такой период, когда вот, а что дальше, да? Типа вот ты говоришь год, ты ничего не делала. Расскажи про этот период. Мне кажется, это он был такой трансформационный, да? Да, так. Ну, самое первое и сложное, наверное, вообще для каждого человека, это когда ты понимаешь, что Мгм. вот у тебя не получается. То есть, Признать это. да, признать себе в первую очередь. То есть, когда закрыла салон, открыла общепит, я такая думала, что ну, закрыли, поехали дальше. Я была вообще легко к этому относилась. Мгм. Но вот именно в том периоде, трансформационном моем периоде, я впервые себе, наверное, признала, что вот я не предприниматель, у меня не получается, да, я себя тогда даже идентифицировала в какой-то степени неудачником, Мгм. что вот у людей получается, тем более, когда вот в предпринимательской сфере крутишься, есть люди, у которых все получается, они быстро растут, ты, естественно, тоже хочешь так же. Но тут понимаешь, что нет, не получается. И я начала уже работать с собой. В чем дело? Почему я так делаю? Да? Мгм. Тем более у меня еще и дети были, и работа не получается, если честно сказать, то и в семье как будто бы дети есть, и за детьми тоже, их трое, за ними тоже надо ухаживать, смотреть, Мгм. ответственность какую-то нести. И ты понимаешь, что здесь не получается, а здесь, наверное, тоже где-то что-то.
Шатка Ну, валка. как будто вот в этих ролях у тебя сейчас как будто это, да, конфликт идет и там, и там. Да. Мгм. Не сейчас, а тогда Ага. было, потому что, я признала себе, точнее, не признала, поняла в себе в то, что из-за того, что у меня не получается быть хорошей мамой, скажем так, я уходила в работу. А Ага. когда, работа не получалась, я приходила обратно в семью. И как будто такое вот избегающее поведение: здесь не получилось — убежала в работу, в работе не получилось — убежала в семью. И вот так вот я ходила как будто бы. И я вот это когда поняла, что я, оказывается, такая, Ага. это, наверное, стало каким-то вот, да, переломным моментом признать себе. Переломным моментом, который, мне кажется, потом сподвиг, наоборот, к росту, да? Да, да, Мгм. да. Классно. Мгм. Вот, ты в блоге, ну, я листала твой блог, Мгм. когда готовилась к интервью, да, и смотрела то, что ты часто говоришь про теневые и светлые стороны, Мгм. да. И у меня тоже в прошлом году был какой-то такой сложный период, когда одна и та же ситуация именно в отношениях, оно повторялось, 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 да. Как бы ситуация менялась, но типа одно и то же. И было такое то, что сперва как будто мир так легкую пощечину дает, а потом я не понимая, повторяя одни и те же ошибки, и в конце я прям начала получать жесткие удары. И я такая спрашиваю себя, типа: Ариадна, мы куда-то не туда идем, что происходит, для чего все это происходит? И вот в честном разговоре я поняла то, что сейчас я слишком пошла вот именно в мягкую сторону, типа я правильная, я все, если даже со мной что-то поступает плохо, типа, да, я такая: чё, нормально, типа, Мгм. ага, всех прощаю, там, мать Тереза, я говорю, да, Мгм. и тогда я поняла, что мне нужно вытащить вот эту вот твердую свою сторону, которая меня оберегает, Мгм. наоборот, и она мне помогает. То есть она такая дерзкая, она не боится даже злиться, она не боится говорить свое какое-то мнение, да. И сейчас как будто внутри, ну, условно, да, черное и белое, они как будто в команде, типа, они работают вместе, они против друг друга. И вот, например, нашим зрителям тоже, наверное, будет полезно, если у человека есть внутренний конфликт, когда он идет слишком в мягкую сторону, либо слишком в твердую сторону, да, как с этим работать? Вот. И Мгм. тут мы, наверное, вернемся к моей игре. Мгм. Да, игра называется «Единение тени и души». Что Мгм. вообще такое тень и что такое душа? Тень — это вообще концепция, которую, наверное, ввёл, это концепция из психоанализа Карла Густава Юнга. Тень — это то, что мы прячем глубоко в себя. То Мгм. есть персона, то есть роль, с которой мы идем в социальный мир. Да? А Какая-то маска, типа, да? Да, Ага. маска. Ага. Мы живем, вот проявляем людям мир. Я хочу, чтобы люди меня так воспринимали. А есть тень, которую мы прячем глубоко, и это вот как раз-таки наши страхи, наши эмоции, которых мы когда-то подавили. Вот. Мгм. А в концепции игры есть еще также душа. Душа — это наше желание, то, чего я хочу. Да? Мгм. И очень часто бывает такое, что человек берет и свою душу прячет в тень. То есть я уже даже не идентифицирую ни свои желания, ни свои мечты, ни цели. Я их все спрятала в тень в какую-то, да, и я надела на себя, вот в твоем случае, маску хорошей девочки, да, мать Тереза, да, всех Ага. прощаю, вот она, я такая хорошая для мира. А глубоко внутри-то во мне есть та Ариадна, да, в твоем Ага. случае, которая, ну, хочет добиваться, хочет что-то показать этому миру, хочет как-то изменить и повлиять на этот мир. Да. Вот это вот твоя душа, которая спряталась в тень. Да. Ага. И тогда, получается, во время игры, да, я именно знакомлюсь с этой душой. Да, с этой душой мы знакомимся, мы Мгм. понимаем, что она нормальная, мы принимаем, что она хорошая, это наша тень. Люди по-разному называют, но это субличности. Да? Мгм. То есть у меня есть моя личность, как Нария, а у меня есть внутри есть много-много субличностей, такие как, например, вот внутренний предприниматель, внутренний ребенок, который, ну, очень многие сейчас знакомы, да, с этим термином внутреннего родителя, внутреннего ребенка, взрослого. Также у меня же есть еще и внутренний предприниматель, такой, каким его знаю я. Мгм. Да, он у меня, скорее всего, с какой-то мужской энергией. Ага, у меня есть еще внутри очень заботливая мама. Да, то Мгм. есть это не та роль мамы, которую я там своих детей ухаживаю, а именно та роль, например, материнской такой заботливой любви, которую я могу даже тебе это дать. Да, Ага. ага. То есть мне не обязательно с тобой все время быть вот такой деловитой, такой вот крутой, вот я автор, вот я коуч. Нет, я могу быть и заботу, и могу и тебе вот проявить. И Ага. это я идентифицирую сама и сама выбираю, как вот это вот проявить.
То есть ты сама выбираешь, например, сейчас больше нужна вот типа роль предпринимателя, да, и она выходит. Мгм. А когда нужно, ты вытаскиваешь ту, которая дает, например, заботу и любовь. Да. И когда Ага. нужно, я могу принять человека, простить человека, обнять, там, как дать какую-то теплоту. То есть ты внутри знаешь, какие у тебя есть, условно, роли, да? То есть я, например, тоже вот эту тему проходила, Мгм. и я прям в дневнике расписывала, типа, вот Ариадна есть предприниматель, типа, да, она такая, 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 типа, Мгм. а есть Ариадна вот такая, типа, да, и прям расписывала каждую свою сторону, и я как будто знакомилась с каждой личностью отдельно, и Мгм. сейчас у меня как будто внутри 5 личностей. Вот. И вот эти 5 личностей, они иногда делают собрание, типа: "Что Да. будем делать? Что будем делать?" Кто сегодня главный? Да, Да. За и кем сегодня мы пойдем? да, или, Вот. например, сегодня кто выйдет, например, или когда идет какая-то ссора или что-то, я знаю, кого вытаскивать, типа, кто Мгм. меня будет сегодня защищать, например, да. Да. Вот, классно. Я Ага, тут хочу одну историю рассказать. давай. Как, кстати, я впервые познакомилась со своими субличностями. То есть, да, Мгм, примерно понимаешь, что есть внутри тебя вот по треугольнику Карпмана, да, есть мгм, жертва, преследователь, спасатель. Есть еще вот внутренний ребенок, родитель, взрослый. Вот то, что теория, которую мы берем из просторов интернета, нам психологи рассказывают, нам другие друзья нам рассказывают. Есть также еще, например, такие идентификации, как архетипы. Люди тоже очень это изучают. Вот по архетипам воин, маг, там, любовница и так далее, да, как-то себя идентифицируют. мгм, Но здесь моя концепция в том, что человек сам выбирает, кто он. Он может назвать своих субличностей не обязательно внутренним ребенком или там жертвой, а именно вот у меня, например, есть спасатель, которого я называю этот Мать Тереза? не мать А, Тереза, а как он отдающий, добросовестный мгм, спасатель. То есть он помогающий человек. Да, мгм, он добросовестный, он не в жертву уходит, когда спасает или помогает людям. Ага, и история, которую я хотела рассказать. Как я впервые встретилась. Сижу, мгм, значит, это был, наверное, какой-то 22 год. Сижу и помню, был период, когда все медитировали, да, и мы даже не понимая, что вообще надо достичь при медитации, мы все равно садились, глаза закрывали и начинали вот дышать. Да. мгм, Сижу, дышу, не понимаю, зачем мне это надо. И тут я глубоко внутри себя слышу такой тихий-тихий голос. Он говорит: "Нария". Это был, кстати, период, когда я вообще ничем не занималась, меня обеспечивал муж, и я была вся такая а, красивая жена, красивая мама, просто счастливо живет свою счастливую жизнь. мгм. А глубоко внутри говорит: "Тихо, Нария, а у нас же есть мечты". Вот так и говорит: "Нария, а мы же хотим большего. Когда мы туда пойдем?" Я такая, и слезы, короче. Мгм. Ага, типа, а я действительно этого хочу? А это был же период, когда все отпускаешь и остаешься. Вот у тебя был период Матери Терезы, когда всех принимаешь, я вся такая хорошая. Я Ага. тоже всех принимаю, вот они такие, а я такая, вот все хорошо, ля-ля-ля. А внутри-то есть все равно вот эта моя душа, которая всегда стремится чего-то достигать. Это не Мгм. достигаторство. Это именно вот, м, я это называю масштаб. Это была моя душа, это был голос души, которую я спрятала в тень, и это про мои желания, Мгм. это про мои цели, про мои мечты. То есть надо просто понимать действительно, чего я хочу в этой жизни, чтобы можно было бы себя услышать, а не Мгм. уходить в игнорирование, в Мгм. игнор. Вот у меня был такой период, когда вот то же самое, да, Мгм. как ты сейчас описала, я как будто жила, ну, как будто не свою жизнь, Мгм. да, как будто арендованная жизнь, и я где-то, по идее, ну, вот душа, она как будто в паузе, типа, вот потом, но не сейчас, да, и когда сейчас я чувствую то, что я включила, свою, мощь именно души, да, желание в полную мощь. То есть, например, YouTube это было как мысль для меня. Я бы хотела сидеть и разговаривать с интересными людьми и быть полезной, да, Мгм. но в моей голове было очень много оправданий. А кто придет, кто посмотрит, да? Но сейчас как будто у меня много действий появилось,
из-за того, что вот тоже, да, разные инструменты люди используют. У меня это, например, тоже медитация, Мгм. да. То есть, когда я в медитации сижу, я понимаю, что я хочу, и начинаю это проявлять в Мгм. мир. Мгм. Мгм. Контакт со своими желаниями у тебя идет. Да. Мгм. Вот. Далее я хотела затронуть тему, да, сейчас, например, мы живем в таком мире, когда очень вокруг много информации, да, все нестабильно, все очень быстро Мгм. меняется, очень хаотично, все вокруг что-то делают, у всех есть какие-то результаты, да, и бывает такое ощущение, что у человека появляется тревога, да, тревога за будущее, что мне делать, как будто ощущение, что весь мир куда-то идет, а я чуть отстаю, да, и вот как работать с тревогой человеку? Как работать с тревогой? Ну, у Мгм. всех по-разному. Естественно, первое, что хочется спросить у человека тревожного, а что ты хочешь вместо тревоги, чтобы у тебя было? Да? У кого-то это доверие, у кого-то это спокойствие, у кого-то это гармония. И дальше идет описание вот того состояния, которого я хочу. Мгм. То есть человеку нужно понять, да, то есть вот человек есть с тревогой, он понимает то, что тревога откуда-то появилась, и должен понять, к чему это, да, Мгм. идет. Вот тут звучит слово понять, да, Ага. понимание. И в нашем мире еще очень часто используют слово осознанность. Здесь я разделяю 5 уровней осознанности, да. Это когда я осознаю свою реальность, то есть где я живу, как я живу, что я ношу, с кем живу, довольна ли я или недовольна, да. То есть я осознаю свою реальность. В бизнес-сфере это говорят точка А. Мгм. Мгм. Людям на самом деле очень сложно осознавать свою реальность, да. Да. Они как будто бы живут в воображаемом мире, да, вот они В а, иллюзиях. в иллюзиях живут, что вот осознать свою реальность. Потом второй уровень осознанности, понимание вообще мира, что я делаю, да, с мои действия. Я осознаю свои действия, которые привели меня в эту реальность. Потом идет уровень осознанности опыта и навыков, да, когда Мгм. человек понимает, что он что-то не умеет. Мгм. Это очень больной такой не период, это вот точка очень больная, когда человеку говоришь: "Вот, ну ты не можешь этого, ну ты не можешь". Вот есть такое, что я что-то не могу. Человеку очень больно осознавать, что я, оказывается, этого не могу. Ага. Ага. Признаться в Да, этом, для да? психики это очень сложно. Ну и мне кажется, еще и эго, да? Да, эго Ага. нам тоже не позволяет. А да Да. как же я так не могу? Я же Да. все могу. Ага. Естественно, теоретически мы все можем. Мгм. Мы чего захотели, того и достигли. Но в понимании осознанности и именно вот 5 вот эти вот уровней, которых я разделяю, понимать свои способности, как они есть сейчас, это Мгм. вот очень важно. А потом идет уровень ценности, естественно, да, и уровень осознания себя, кто я есть в этом мире и что я могу дать. Мгм. Мгм. Мне кажется, это очень классно, да. Давайте сейчас, возможно, сделаем даже как практику Давай. нашим зрителям, да. Ага. То есть первое, вам нужно в дневнике, либо, ну, у кого как, да, написать сейчас, в какой я точке А, да, Да. в какой реальности сейчас я нахожусь и что мне не нравится. Мгм. То есть Где работаю, да, сколько получаю за это, с кем живу, какие у меня отношения, с детьми, с мужем, с родными и так да, далее. Да. и что, возможно, сейчас вам не нравится, да, то есть какие есть у меня внутренние конфликты, возможно, это в теме отношений, возможно, это в теме денег, да, Мгм. возможно, в профессии, то есть нужно указать, что вам не нравится. Мгм. Далее, Далее мы пишем действия. да, Что я делаю каждый день с утра? Вот я встала, себе приготовила завтрак, родных проводила по школам, по садикам. Дальше иду на работу, работаю. Во время работы что я делаю, о чем я думаю, тоже, да, это тоже действие думать и мыслить, ну, в каком направлении я думаю. ага, Прописать все свои действия. и Пот- посмотреть, как эти действия влияют, Да, да, ага, да. потому что именно эти действия привели меня вот сюда. Мгм. Мгм. Тут тоже без иллюзий. Ну, Да. типа, я могла бы там бегать по утрам. Нет, ну не могли бы, если не бегаешь сейчас уже по утрам, так и пропиши. Я не бегающий человек. Все. Ага. Да, хорошо. Вот человек признался, вот точно посмотрел на эту историю. Потом он прописывает свои ценности, Способности. способности. Способности, навык, опыт, В да. чем я сильна? В чем я сильна. Мгм. Мгм. То есть мы Хорошо. прописываем, в чем я сильна,
тоже не теоретически, то есть тоже так же, как и есть, вот сейчас я в этом, Реалистично. да, я здесь компетентна. Мгм. При этом мы, если мы чего-то не умеем, мы это тоже можем прописать Хорошо. рядышком. Мгм. Далее человек прописывает свои ценности. Ценности, да, ценности. Почему идет ценностный уровень именно выше, чем способности? Потому что, исходя из ценностей, мы выбираем себе, каким навыком обзавестись, как будто бы, да. То есть Ага. я, если вот ценность у меня, я ушла в коучинг, да, я умею пользоваться коучинговыми инструментами. Почему? Из какой ценности? Из ценности, что я хочу быть полезной этому миру. Ага. Мгм. Естественно, у всех в первую очередь идут семейные ценности, но тут я предлагаю прям достать Google, Ага. набрать, какие вообще человеческие ценности есть в этом мире, и из них для себя что-то выбрать. Мгм. Мгм. Для чего я могу быть полезной, да? Да. Мне кажется, этот инструмент будет очень полезный, да, если даже каждый человек попробует сделать это у себя в дневнике, когда никто не мешает, да, честный разговор с собой, мне кажется, вы там найдете очень много ответов. Мгм. Мгм. Так, давай продолжим. Я хотела затронуть тему отношений, то Мгм. есть отношения мужчины и женщины, да, Мгм. именно в семье. Мгм. Роль мужчины и женщины в семье. Сейчас мы уже, как сказали, мы живем в очень достигаторском мире, когда мужчины и женщины там где-то местами соревнуются, да, если даже они этого не понимают, что бывает такое, что в семье тоже соревнуются, да, и вот, возможно, из твоего опыта, возможно, из твоего опыта коуча или как женщина, да, как сделать так, чтобы мы, например, в семье не помога то есть мы помогали друг другу именно быть реализованными и не мешали друг другу. Именно чтобы каждый рос как личность. Что можно сделать? Какие есть лайфхаки? Ну, первый лайфхак — дать человеку пространство, быть Мгм. самим собой. Мгм. То есть вот ты такой, я даю тебе твое пространство, быть таким, какой ты есть. Тогда у меня остается мое пространство, где я тоже могу быть сама собой. Мгм. Это первое. Это Давать первое. друг другу свободу действий. Свободу действий, да, ну, я называю это пространство. Да, Хорошо. вот свое пространство, где ты можешь реализоваться, где делать все, что хочешь. Мгм. Ага. И второе, если взять именно мужчину и женщину из своего опыта. Мгм. Да, в каждом человеке есть образ мужчины и женщины. Естественно, мы этот образ берем от родителей. Мгм. И для меня образ мамы — это человека, который дает любовь. Ага. Да? Женщина, она отдающая. Отдает любовь в первую очередь своим детям. Да, вот отдающая. А мужчина, в моем понимании, это про энергию действия. Ага. Да. Не зря у меня внутренний предприниматель, немножечко мужской Энергии. энергии. Ага. Немножечко, может, мужского пола даже, не Ага. знаю. Мгм. Ну, у Ага. меня тоже. Мгм. Да, Ага. вот. И я это, ну, чувствую Мгм. и знаю, и Мгм. как бы принимаю. И наоборот, иногда я прям выпускаю его. Вот Мгм. так. Выходи, типа. Мгм. Работай на полную мощь, как тебе хочется. Да, да. Да. Мгм. Мужчина про действие, женщина про любовь. Хорошо. Нария, тоже поделись своим опытом, да, как у вас было в семье. Как у нас было в семье. Но мы с мужем вообще очень давно вместе, около 18 лет. Мгм. Ага. И, естественно, когда мы вот стали взрослыми людьми, мы пошли в мир, и мы что-то хотели от этого мира. Естественно, каждый из нас хотел, ну, масштаба, да, достижений, результатов. И мы пошли, естественно, вот эта конкуренция пошла. Мгм. Он что-то зарабатывает, а я еще больше хочу, он что-то делает, я хочу еще больше. С моей стороны конкуренция точно была, Мгм. да, и это конфликт семейный, не только внутренний, да, уже идет. М, Потом, когда я ушла в саморазвитие и начала заниматься своим внутренним состоянием, вот эти в кризисные моменты, я поняла, что в первую очередь, что я признала для себя, что я женщина, да, Ага. и начала для себя прорисовывать, прописывать образ женщины, какая она должна быть, да, Мгм. и это все идет, конечно, из детства, от мамы, да, какая у меня мама, как женщина, да, она у меня очень любящая, она у меня очень отдающая, и когда я приняла себя как женщину, Мгм. что я могу любить. А любовь я, кстати, да, как
я поняла, что я умею любить, потому Мгм. что в конкурентное время мы же все время достигаем, действуем, что-то берем от этого мира. Берем, 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 а любить — это отдавать. Ага. А любить я научилась через комнатные растения, когда я начала сажать и выращивать у себя Ага. дома комнатные растения. У меня сейчас их очень много. И вот отросточек, когда вот так вот Выходит. выходит, ага, и это такая любовь, и ты так радуешься: "О, добро пожаловать в этот мир", да. То Ага. есть это совершенно другая любовь, которую ты можешь отдать, ну, не только своим детям, потому что детям ты отдаешь безусловную любовь по праву рождения. А тут цветочек, вот тебе Мгм. любовь. Это такая прям. Я тогда поняла, что я действительно, у меня есть внутри какая-то любовь, которую я могу отдать в цветок, в людям, там, мужу. Пространству, дому, да? Да-да-да. Мгм. Мгм. Я приняла, что я любящий, у меня вот роль как женщины — любить и отдавать. Все. Мгм. Соответственно, уже у мужа свое пространство появляется, что любовь он в нашу семью не дает уже, я даю любовь, а он, значит, действует. Все, он Мгм. идет в действие. И тогда уже я с ним не конкурирую. То есть он со мной не конкурирует, кто кого больше любит. Нет, я люблю, это безусловно все. А он действует. Ага. Он идет, зарабатывает, достигает, и это его вот пространство, где он работает. Ага. А это мое пространство, где я работаю с помощью любви, получается, Ага. какой-то. То есть каждый нашел свой инструмент, и каждый Мгм. был уже находится в своей роли. Мгм. 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 Классно. Но я хотела задать еще один вопрос, да, Мгм. допустим, вот ты сказала то, что мы берем, например, роль женщины или мужчины с детства от родителей, да, Мгм. а бывает такое то, что ну, неправильные роли, да, то есть Мгм. например, мы смотрим на родителей, и это, возможно, не тот пример, к которому бы я стремилась. Я не имею в виду сейчас свою маму или своего отца вообще, да. То есть это, возможно, это другая роль. И как с этим работать, например? Когда мы берем образ отца, например, да, Мгм. из детства, и очень часто такое бывает, что потом мы встречаем ровно такого же мужчину. Да. Ага. Как сказать? Ну, первое, что может человек сделать — это сепарация, то есть тоже дать пространство, право своему отцу быть таким. Ага. Ты такой, я тебя принимаю таким, какой. То есть я, не то чтобы, ну вот принимаю, даю ему пространство в этом мире быть таким, какой он есть. И когда я ему даю его пространство, у меня появляется свое пространство, то есть свое видение мира. Это чисто мое, Это да? чисто мое, А ты такой? а ты такой. Это Ага. вот ты здесь отдельно, ты мой папа, я тебя благодарю, спасибо тебе, что ты есть, спасибо, что ты мне дал жизнь, но вот здесь это мое пространство, в котором я действую уже По-своему. как хочу, да, Да. ищу свой опыт другой. И каждый выбор уже будет моим, Да. да? Мгм. Мгм. Вот, ты затронула тему любви, да, ведь? Мгм. И я бы хотела задать еще один вопрос. Например, есть раненая душа, Мгм. да, как называют в разных книгах, раненая душа, которая, возможно, а, у которого нет любви и благодарности. То есть например, вот человек находится в какой-то яме, да, и из этой ямы он хочет выйти, но внутри, возможно, очень много ситуаций, людей, из-за которых есть какие-то страхи, обиды, возможно, даже злость на мир, да. Мгм. И как выйти из этого? Как человеку вообще внутри найти эту любовь и благодарность, если внутри его нет, вообще пустота? Ну, вообще благодарность — это сложная эмоция, это не Мгм. базовая эмоция. Базовых эмоций у нас мало: это злость, радость, да, Мгм. а, грусть. Ну, вот можете даже посмотреть мультик, да, "Головоломки". Там, из позитивных, положительных эмоций у нас только радость. А благодарность, она сложная эмоция, которая состоит из базовых эмоций: грусти, злости и радости одновременно. Злости, грусти, радости одновременно. Одновременно. Ага, То есть не все на это способны. Невозможно, почувствовать ту самую благодарность, да, которая тебе поможет выйти из этой ямы. ага, Сразу вот как она есть. Ну, не ага. можешь, ты там внизу. Тебе надо начать все равно с базовых эмоций. Что меня радует, что меня злит, от чего я получаю грусть, да. Ага, И, когда я это чувствую одновременно, я мгм. прихожу к благодарности. И это та благодарность, она сильная. Не такая базовая: "Ой, спасибо этому солнышку", да.
а Мгм. именно я благодарна своему опыту, своей жизни, которую я прожила до сих пор, и Мгм. я рада. И тогда у меня вот эта благодарность Я падает. рада, я рада чувствовать, именно вот из этой радости, грусти, из этой злости. Мгм. Я понимаю, что из-за этого я сейчас такая, у меня, например, в жизни происходит такое, да, и я уже чувствую благодарность из этих Да. эмоций сразу. Благодарность, она сложная эмоция. Вот Мгм. она одновременно состоит из и негативных эмоций, и из положительных, позитивных. И когда мы это одновременно чувствуем, вот это и есть благодарность. Мгм. То есть она базово не вшита в человека. Ага. Мгм. Хорошо, тогда, чтобы было также полезно для наших зрителей, да, Мгм. возможно, кто-то сейчас тоже находится в такой яме. Мгм. Первое, им нужно просто написать, да, от чего я радуюсь, от чего я злюсь Мгм. и от чего мне грустно. Мгм. И, ага, Идентификация своих эмоций, да. да, Как я злюсь, да, от чего я злюсь, насколько у меня ярко выражена эта злость, да, она может быть просто раздражение маленькое, да, или это может быть вообще гнев или ярость. Ага, вот это ага, идентифицировать, а потом найти радость в жизни. От чего я радуюсь? Маленькие радости. От солнышка, от общения, от детей, от каких-то других вот маленьких-маленьких вещей. И когда мгм, я пойму, что вообще в целом я умею радоваться миру, также я умею и злиться на мир, я имею право. мгм, Я имею право и грустить. мгм, Ага. И вот они будут немножечко вот заполнять. Радость, грусть, злость, вот это эмоции найдут, и они все потом трансформируются в большую энергию, которая называется вот любовь и благодарность. мгм. Вот, То есть мгм. нужно научиться работать со своими эмоциями, да, Да, знать, какие они в действии, и уже чувствовать это. да. Мгм. Классно, мне кажется, это тоже будет очень полезно для наших зрителей, да. Мгм. То есть, когда человек, например, знает, от чего даже просто элементарно радуется, мне кажется, это можно использовать как сильный инструмент, Да. да, и при этом злиться и грустить, да. Я вот эти эмоции, из этих эмоций я очень сильно избегала как будто когда-то и думала, что это вообще неправильно, что злиться и грустить это плохо. Да, вот люди очень быстро пытаются выйти из состояний, да, то есть вот особенно люди, которые вот только-только начали свой какой-то осознанный путь, и они Мгм. понимают, что вот особенно человек, вот начнем с той ямы, да, он в яме сидит и понимает, что где-то там есть выход из этой ямы. Естественно, он хочет быстро выйти, Мгм. быстро. И идет игнорирование злости, игнорирование грусти, да, каких-то обид, да. И когда мы уходим, мы не понимаем, то есть даже если в моменте меня эта радость спасет, но я при этом не побывала, Ни в вот, злости, ни в грусти. да, я не пойму потом, как это использовать, когда придет другой кризис какой-то. Я Мгм. должна быть к этому готова, чтобы понимать свои эмоции. Мгм. Отлично. Мне кажется, это очень, ну, интересное направление. Даем вам на размышления, да. То есть Мгм. мы здесь не все разжевываем, мы просто даем направление, семечки, да, чтобы каждый сам подумал, какие-то эмоции Да. тоже испытал. Вот. Далее я бы хотела затронуть тему. Вот ты сказала то, что в твоей игре люди приходят с разным запросом, да? Мгм. Вот сейчас мы живем в таком материальном мире, да, где деньги тоже играют, ну, такую важную роль. Оно дает нам свободу, также возможности, да, и бывает такое то, что у людей есть программы, которые реально мешают. Я, например, последние 2 года работаю с темами, вот, программами своих, ну, с деньгами связанные, Мгм. да, и когда человек хочет вырасти, но он постоянно оказывается в потолке, да, Мгм. и он пытается, пробует, но вообще не получается. И он хочет много зарабатывать, но вообще деньги не приходят. И если даже приходят, они прям супер сложно приходят, да. Как с этим ну, как с этими программами работать? Так, установки, да. Мгм. Установки — это ценности. То есть установка — это то, как я воспринимаю этот мир. Мгм. Да, вот, все, что я в этом мире вижу, картину, там, помещение, микрофон, он черный, да, я знаю, что у меня есть понимание, установка, знание, что когда я говорю в микрофон, у меня звук где-то там записывается, да. Установка также работает. Все, что у меня, я считаю, например, вот уперлась в потолок денежный, да, значит, у меня где-то есть установка, что когда-то я, когда пойду в рост и развитие, дойду до потолка. То есть у меня есть установка, что все равно во всем есть потолок.
Мгм. Вот. Я в этом убеждена, я живу по этому принципу, и, естественно, я рано или поздно дойду до этого потолка. Мгм. А если я считаю, что потолка нет, ну, значит, его нет, и я также и развиваюсь. Мгм. Найти установки, переписать установки и начать в них верить. И брать их как за правду жизни. Ага. То есть, опять-таки, давай сделаем как бы для наших зрителей практику, да. То есть, если у вас затыки, возможно, с деньгами, нужно будет нам прописать, какие есть у меня внутри установки с деньгами, вообще, что такое для меня деньги, да, прям прописать реально, честно, да, и потом уже прописать, а как я хочу видеть деньги, да. Да. Ага. Как мне нравится, чтобы было. Как я хочу, чтобы у меня были отношения с деньгами. Окей. И, например, чтобы эти программы, новые программы запустились, нужно же время, да, ведь? То есть сразу один раз вот сделав практику, у человека все равно не появится новая программа, да, то есть нужно человеку это постоянно повторять. Мгм. Это вот как с аффирмациями, да. Ага. То есть мы тоже, говорят некоторые практики, вот повторяйте аффирмации: "Я красивый". По утрам встал: "Я красивая, я красивая". Но если я не знаю, откуда взялась эта аффирмация, я не смогу как бы в это верить искренне всем телом, всем сердцем. Мгм. И здесь, получается, это тоже, кстати, очень хорошая может быть практика в том плане, что вот мы нашли установку, да, например, ну, возьмем ту же красоту. Мгм. Если у меня есть установка, что я некрасивая, что, может, я толстая, что я сутулая, там, у меня живот большой, да, это установка, в которой я верю. Ага. Я их признала. Потом я это, например, переписала, что я красивая. Ну, вообще я красивая, да? Я женщина, как женщина красивая. Я вот пишу, я красивая. Ага. И я же знаю, откуда пришло эта установка. От того, что я считала когда-то себя некрасивой. Мгм. И тут же прописываю рядом вот эту аффирмацию «я красивая». И я уже тогда верю в эту аффирмацию. И эта аффирмация, скорее всего, быстрее исполнится. То Да? есть, ага. Ну, пример немножечко слабый, можно какой-то вот именно денежный, например. Про потолок возьмем, да. Мгм. У меня есть ограничивающая установка, что есть какой-то финансовый потолок воображаемый, в который я время от времени упираюсь, и мне приходится его долбить вот так, да, чтобы Мгм. его как-то вот выйти через него вверх и в рост. Да. Переписываем. Я верю, что вообще потолка не существует. Ага. Мгм. Когда нет потолка, тогда что? Я могу все, да. Я достойна больших денег, да. Я могу идти в рост, я в это верю, и все, это и есть моя аффирмация, которая пришла из моей установки, что вот каждое утро встаю. Я верю, что я достойна больших денег. Мгм. Повторяем, верим и Мгм. снимаем эту установку. Классно. Но вот мне кажется, да, плюс к этому, к этой практике, бывает такое то, что люди, типа вот я медитирую, я верю то, что я достойна больших денег. Мгм. И ничего в жизни не происходит и не меняется, да. И мне кажется, здесь нужно понимать то, что не только работа с мышлением, но и нужно обязательно действовать, да, ведь? То есть новые Естественно. какие-то импульсы, новые действия делать для того, чтобы реально в реальной жизни, в материальном мире что-то изменилось, нужно еще и действовать. Мгм. Мгм. Вот та же вот это, 5 принципов осознанности, да. Когда я Да. поняла свою ценность, что вообще-то я достойна, я беру выбираю, через какой опыт я пойду к своим действиям. И, естественно, я действую, чтобы поменять свою реальность. Да, Да. То есть я не могу вот сидишь, медитируешь, деньги, конечно, не упадут. да, ну бывает такое, то что люди думают, что вот я буду повторять, и откуда-то каким-то чудесным образом космос или Вселенная мне отправит очень много денег, да, Мгм. ведь так не бывает. И мне кажется, человеку все равно нужно понимать то, что чисто своими действиями мы создаем реальность. Да, только Мгм. действия создают нашу реальность, только Мгм. действия меняют нашу реальность. А то, что чудесным образом на меня падают деньги, это магическое мышление. Я вообще против магического мышления. Хочу сказать, чтобы были даже аккуратны в этом плане, да, Мгм. и понимать, осознавать, что я могу, что я делаю, чтобы изменить свою жизнь. Окей. Следующий вопрос это про душу, да, то есть Мгм. выбор души. Мгм. А, Твоя игра тоже про выбор души, да, Мгм. но бывает такое, что у человека вообще нет желания. У меня был такой период, когда я не знаю, чего я хочу, и, возможно, я даже не знаю, в чем моя цель. Мгм. Что я пришла вообще делать в этот мир, да? И как людям находить, откуда вот узнать человеку, типа вот
где моя миссия души, мое Мгм. предназначение. Если у человека нет даже, например, на завтра планов, Мгм. как это взять? Откуда? Тоже вопрос принятия себя. А Мгм. вдруг я не такой человек, да? Мгм. Это же тоже навязанная извне установка, что у всех должна быть какая-то миссия. Большая, да, Да, типа? типа Мгм. все должны быть полезными. Это не так. Если я не хочу быть полезной, если я не хочу иметь миссию, это нормально. Мгм. Я могу с этим жить. Мгм. То есть не стоит вот заниматься самобичеванием каким-то, да, что вот они у всех какие-то миссии прописаны, да, у всех какие-то цели прописаны на год вперед. Вот сейчас, тем более январь-февраль, все это писали. Ну, я не хочу этого делать. Значит, я чего-то другого хочу. Можно просто фокус внимания вот от этой той же самой миссии вот поменять немножко в другое. Ага. Ага. И побыть собой, принять себя таким, какая я есть. То, что я могу быть и без миссии, и без целей, да, и, возможно, Да, это у меня такой период. да. Мгм. Возможно, период, возможно, не период, но нету. Это нормально. Ага. Мгм. И если кто-то извне говорит, ну, что ты лежишь и ничего не делаешь, ну, это он так считает. А мне здесь, возможно, нормально. Да? Мгм. Зону нормальности и зону своего комфорта надо найти. Как мне комфортно, как мне нормально. Но это, мне кажется, здесь какая-то есть тонкая грань. Мгм. Типа, человек, возможно, в деградации. Такое же тоже возможно. То есть он вообще, ну, как будто закрылся от мира, лежит, и там неделями, допустим, не выходит из Мгм. дома. Мгм. Ну, у меня реально был такой период, когда я как будто вот закрылась от всех, и Мгм. я понимала, что это, по идее, ненормально, но я понимала, что сейчас это нормально. Вот, Да, да, понимание: я вот такая. Я ага, сейчас в таком состоянии, все, я не трогайте меня, я закрылась, лежу. да. Принятие себя и своего состояния. То есть мне кажется, важно понимать, что нужно давать себе какое-то время, да, Да. время, и я была в каком-то наблюдении, как будто, типа, вот я как будто наблюдаю себя со стороны и думаю, что да, Ариадна, мы, допустим, пережили какой-то опыт сейчас, да, и нам нужно время, чтобы это все понять, устаканиться, да, и, возможно, когда я почувствую уже внутри какую-то энергию либо силу, когда я смогу уже выйти в мир, чем-то делиться, да, но сейчас пока что давай посидим. Да, вот как раз ты побыла в том состоянии. Ты Мгм. разрешила себе побыть в таком состоянии, не стала избегать, убегать там опять. Торопить. Вот взяла ситуацию, выкинула и побежала опять куда-то. Ну нет, вот ты дала себе право побыть в этом состоянии. Это очень классно. Но я заметила то, что это иногда всасывает. То есть это как, опять-таки, яма, куда Мгм. можно дико провалиться и потом еще тяжелее выходить, да, Мгм. и я как будто все равно постоянно внутри, это, мне кажется, даже привычка, да, Мгм. верить в лучшее или стремиться к светлому. Мгм. То есть я понимаю, что сейчас какие-то темные времена для меня, да, но при этом я все равно где-то знаю, что все будет хорошо. То есть я Мгм. повторяла себе, что это период, но скоро все будет хорошо, все Мгм. будет хорошо. Тут еще я считаю, что очень главное, тоже важный момент, что надо просить помощи. Просить помощь Окружающих. у окружающих. Ага, Да, когда человек, возможно, ты описываешь немножко такую ситуацию, как будто бы я была в депрессии, да, ага, ага, и в таких моментах, конечно, не надо никого оставлять, мгм, ага, да, человеку нужен человек всегда рядом. И когда мы говорим, вот ты такой, лежи и деградируй, но мы не можем бросить человека, мгм, да, мы как будто бы все равно во мне есть ценность какая-то, что я хочу помочь этому человеку. И этому человеку тоже такой совет: не бойтесь просить помощи у окружающих. Люди очень отдающие, люди очень добрые. Иногда даже ждут этого. Да, люди Ага, очень хотят помочь и что-то отдать другому человеку. В каждом это есть. И мгм. когда человек вот в той яме, да, сложный период, не бойтесь просить помощи. Это нормально. Мгм. Мгм. Классно. Мне кажется, вообще, мы затронули и тему любви, благодарности, грусти, злости, обиды, родителей, денег, да. И вот очень, мне кажется, полезная информация для наших зрителей. Мгм. И следующее, вот мы записались к Нарие послезавтра на игру, да. Давай чуть-чуть расскажем про игру вообще, как это происходит. Вот человек, например, пришел к тебе игру, как долго мы играем, как это Мгм. происходит внутри. Мгм.
Так, распакуй коробку тогда, Давай. раз уж об игре. Аж интересно. Вот Ага. ты эту игру сама создала, да, ведь? Да, сама Мгм. создала. Идея пришла, из того, что из коучингового опыта, когда человек приходит на коуч-сессию. Вообще профессиональная коуч-сессия длится всего 20-30 минут. Мгм. Никто, естественно, не успевает за это время не понять, чего он хочет, не успевает не раскрываться, не понимает, вот зачем он пришел, да. Мгм. И я поняла, что на профессиональной коуч-сессию люди ходят готовые, да. Ага. А через игру, вот такое поле, через игру можно прийти с тем же запросом и Мгм. исследовать его в этой игре. А когда Мгм. выходим из игры, уже, может, какой-то маленький запросик будет, да, который уже надо доработать вот в 20-минутной сессии. Ага. Ага. Вот мне нужен был инструмент, который бы был точно такой же, как коуч-сессия, только чуть подольше, и чтобы человек был расслаблен. Ага. Ага, он расслабляется В через игровом да, формате. это игровой формат, это всего лишь игра. И, в игровом формате человеку очень легко раскрыться, Мгм. открыть, докопаться до себя, признать себе очень многие вещи. Да. Ага, и вот это как это растянуть? 3 часа ты с человеком вот так разговаривать не можешь, а Ага. поиграть можешь. Ага, Мгм. классно. Да. А здесь, например, мне тогда нужно прийти с определенным одним запросом или Мгм. вообще типа? Если это игра, можно прийти с общим запросом, с Ага, общей претензией на жизнь. хорошо. Мгм. Окей. И здесь есть вот карточки, да. Я дам, наверное, вот так как душа и тень. Раскрою только вот одну колоду. Давай. Мгм. А, это тень, Мгм. это душа. Мгм. И в конечном итоге они должны прийти к какому-то согласию. Минус, плюс. Да. Мгм. Хочешь, Инь-янь. хочешь одну карту? Давай. 2 карты. То есть Вот. мне нужно вытянуть 2 карты. Ага. Это Ага. твоя тень, Ага. это будет твоя душа. И с этими персонажами мы играем Все, игру. я смотрю, Да, да? смотри. Ага. Так, мне нужно читать. Мгм. Ага, душа, энтузиаст. Заряжает других своей энергией и позитивным настроем, поддерживая командный дух. Ну, мне Есть в кажется, тебе такое? да, есть, да. Так, минусовое — это критический перфекционист. Никогда не бывает доволен результатами своей работы или работы других, стремится к недостижимому идеалу и постоянно критикует себя, окружающих за малейшие недостатки. Эту субличность можно описать как поглощенную деталями и мелочами, которая не умеет радоваться промежуточным успехам и всегда находит повод для самобичевания и разочарования. Реально. В Ну, да, какой-то степени все равно каждая часть во мне присутствует. да. Мгм. И во время игры мы с ними играем, смотрим, как они живут эту жизнь, как они достигают своих желаний. И это в итоге вот идет по кругу, идет, 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 и в центре единение. Мгм. При всем при этом я хочу сказать, что единение — это не конечная точка, где я вот соприкоснулась с собой, и все, теперь у меня будет хорошо. Нет, единение — это постоянное движение внутрь себе, Ага. внутрь себя. Постоянно, каждый день, всю жизнь мы будем единяться с собой, То со есть это своим. такой не процесс, который будет всю жизнь, да ведь? Да, это наоборот, да, как раз это процесс, который будет всю жизнь. Но я этот процесс буду лучше понимать. Мгм. И надо понимать, что это инструмент. Если мы поймем этот инструмент, задача все равно научить и дать опыт игроку какой-то, чтобы он это мог использовать и после игры тоже В реальной в жизни. реальной жизни. То есть, не стоит каждый раз приходить и играть, да? Ты поиграл, понял, как это работает, в моем случае, и все, я это применяю в своей жизни. Мгм. Мгм. Классно. Вот сегодня мы затронули с тобой тему работы над собой, да, работы над мышлением. И сейчас, мне кажется, вот в реальном мире, да, это как будто необходимость, да. И вот почему нужно людям работать с собой? Зачем это нужно? А, Вообще у меня есть 2 правила, Мгм. по которым я живу, да. Мгм. К чему вообще вся эта психология, к чему этот коучинг, зачем эта игра, да. А, Не всем это подходит, то есть это может быть тоже навязанное. Я не всех призываю к этому идти. Есть 2 правила. Первое правило — это человек в конечном итоге делает выбор сам. Да, какая бы у него ни проблема ни была, какие бы у него сложности не были, он делает сам, как выйти из этой проблемы и несет за это ответственность. Да. Только я одна несу ответственность за последствия, которые привели, вот, к которым привел мой выбор их. Да. Как будто бы делаю выбор и несу ответственность. Первое правило. Второе правило. После
всех вот этих работ над мышлением, работ над своим состоянием, да, в конечном итоге мы должны каждый человек должен научиться, адаптироваться в социуме, адаптироваться в этом мире, жить в этом мире, да, коммуницировать с другими людьми, и достигать своих целей, своих желаний. Мгм. Чтобы что? Чтобы быть просто счастливым. То есть конечный итог, нам нужно просто быть счастливым. Да, Мгм. принять себя, быть счастливыми. А если в каких-то этапах мне нужна помощь, да, пожалуйста, приходите, поиграйте, поговорим, что-то, да, раскопаем. Это просто как инструмент, да, ведь? Это инструмент. Да, Мгм. в конечном итоге каждый должен быть счастливым и нести ответственность за свое счастье. Мгм. Мгм. И это состоит из наших выборов. Да. Мгм. Отлично. Вот у нас есть традиция в нашем подкасте. Мы делаем подарок для наших зрителей, да, и Нария, давай озвучим, что мы подготовили. Так, мы подготовили для вас, для наших зрителей подарок. Я дарю одну игру полноформатную для 3 людей. Ага, Мгм. классно. То есть 3 человека могут сыграть в реальном мире, да, в В ре реальном времени, да, в ведь? реальном времени вот мы вживую встретимся, поиграем, 3 человека выберем из Ага. комментариев, Да, да. условия будут очень простые, то есть нужно будет просто написать отзыв под этим видео, что вы поняли, либо какие мысли пришли, какие идеи, возможно, какие-то понятия, да, написать краткий отзыв про наш подкаст, да, и нужно будет выложить в сторис то, что вы посмотрели подкаст, и отметить наши страницы. Здесь внизу выйдет, да, то есть еще раз, условия очень простые, нужно написать отзыв под видео и просто сделать отметку в сторис. Мгм. Мгм. Еще один вопрос. Когда мы сделаем этот розыгрыш или как мы выберем? Мгм. Победителя мы выберем вместе, то есть Мгм. мы будем смотреть на отзыв, что люди будут писать под этим видео, и выберем 3 победителей. То Мгм. есть 3 победителя, 3 шанса, да, поэтому мне кажется, это очень полезный и нужный подарок, да, с помощью которого, возможно, вы найдете какие-то ответы, инструменты для вашей жизни, для изменений, для роста. Поэтому хочу поблагодарить тебя, Нария, за сегодняшнюю беседу, Мгм. да, потому что я специально вот думала, какую тему в следующий раз выбрать, чтобы нашим зрителям было полезно, интересно, да, и выбрала такую тему, которая, мне кажется, сейчас в нашем мире очень важна, ценна, поэтому благодарю тебя, что сегодня пришла к нам в гости. Мария, что бы ты хотела сказать нашим зрителям? Ну, я хочу поблагодарить тебя, Ариадна, за то, что ты меня пригласила, за такую возможность открыться на широкую аудиторию, рассказать о себе, о своей философии. Мгм. Всем спасибо, мне было очень приятно. Это было очень комфортно. Нам тоже было очень приятно, ну, мне, да, Мгм. и мне кажется, этот подкаст поможет многим людям. Всем большое спасибо, до скорых встреч.